Вот сейчас мы наблюдаем достаточно активно такую полемику со стороны грузинских властей о якобы оздоровлении взаимоотношений между Грузией и Республикой Абхазия, а также Республикой Южной Осетии. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Не раз уже высказывался на эту тему и скажу снова. Да, конечно, мы не оставляем без внимания те сигналы, как сейчас принято говорить, месседжи, которые нам периодически транслируют средства массовой информации о позиции грузинской стороны. Разумеется, с приходом во власть команды Бедзина Иванишвили устами своих руководителей, различных чиновников, вплоть до премьер-министра, грузинская сторона транслирует в сторону и Российской Федерации, и своих непосредственных соседей, соседних государств, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, свою потенциальную готовность на оздоровление существующих отношений. Ну, что могу сказать, сам факт по себе, конечно, подобных заявлений, он похвален, но при этом, говорил и снова повторюсь, необходимы практические шаги. Например, отживший, он и раньше не имел особого смысла в существующих реалиях, но сегодня он вообще не выдерживает никаких проверок фактами, временем, существующей реальностью, закон об оккупированных территориях. Вне всякого сомнения, в самой Грузии здравомыслящие, национально ориентированные политики, которые не собираются плыть в этом фарватере Брюсселя и Вашингтона, возможно, особенно раньше при нахождении у власти команды Байдена. Разумеется, эти политики сами прекрасно осознают всю архаичность и бесполезность подобного закона. Вот нужно начать действовать в этом направлении. Мы бы посмотрели, насколько велика решимость. Второй момент – это, конечно, необходимость взятия на себя обязательств по неприменению военной силы. Это тоже, с моей точки зрения, я уверен в этом, это был бы действенный шаг, который бы четко транслировал для мировой общественности и для руководства нашей страны, для руководства Южной Осетии, наших российских партнеров, готовность идти на реальные шаги, реально оздоравливать ситуацию с соседними государствами. После этого можно было бы думать и еще о чем-то. Но вот эти вопросы, вопрос о неприменении военной силы, мы намерены четко артикулировать в ходе регулярных контактов наших и наших партнеров в женевском формате. Это обязательно мы будем делать в ближайшее время.